Всем привет, друзья! Знаете, сегодня давайте-ка приготовим куриные крылышки. Куриные крылышки в микроволновке. Вот так. Вот такое будет сегодня небольшое видео, такое короткое. В кадре буду сегодня только я и Маша будет тоже, конечно, но только у нее будут руки. Вот так. Кто-то скажет, Серега вообще обнаглел, как в прошлом комментарии. Там кто-то написал, женщина, по-моему, написала, говорит, ну вот этот Сережа не дает ни слова сказать. В этом комментарии мне очень понравилось слово Сережа, потому что, когда меня Сережей называют, мне это нравится почему-то. Вот так. Ни капельку не обижаюсь. Конечно, я много болтаю, да. Ну что, давайте-ка приступим. Приступим, что? Первым делом мы моем, конечно же, моем крылышки наши. Где-то взяли 400 грамм. Все это сполоснем водой и замаринуем. Это первым делом. В маринад, что у нас будет в маринад? Наливаем соевый соус, добавляем сюда же, прямо в этот соевый соус, паприку, 2 столовые ложки, и добавляем немножечко горчицы. Горчицы где-то, чайную ложку, так скажем, добавим. Чайную ложку горчицы, и все это тщательно перемешаем. После этого мы заливаем, перекладываем наши крылышки в более такую глубокую миску и, собственно говоря, заливаем это все маринадом. Вот это все залили, потом тщательно руками будем перемешивать. Чтобы это все промариновалось, все, чтобы тщательно. Пока, так как соевый соус, он же соленый, да ведь. И пока не будем солить, это уже близко там посмотрим, как промаринуются наши крылышки, и в зависимости от этого будем солить или не солить, досаливать или не досаливать. Вот так. Все, и оставляем это дело где-то на час, или на полчаса, или на час. В нашем случае мы будем готовить гарнир, рис. То есть рис, не плов, очень похоже. Естественно, этот рис надо прополоскать тщательно очень в проточной воде. Затем взяли мы где-то 1,5 стакана риса. Вот. Затем натираем морковку, берем где-то, если одна крупная морковь, то 1 штука, да. Если крупная морковь, то пойдет 1 штука. Натираем на терке. Если мелкие, 2, вот как в нашем случае, 2 морковки. Вот. И дальше что делаем? Дальше берем сковородку, включаем электроплитку, наливаем в сковородку масло, пускай это масло немножко прогреется, а потом добавляем туда нашу натертую морковку и немножко, буквально там минуту 5 обжариваем. Как только морковка немножко обжарилась, добавляем туда рис и перемешиваем. Но обжариваем, можно даже не обжаривать, где-то минуту, там 2 можно обжарить, конечно, и с рисом вместе. Добавляем потом водички, чтобы полностью вот эту всю нашу массу покрыло. Немножко посолим, где-то 1,5 чайные ложки соли добавим туда. Это все. Все это закрываем крышечкой, огонь убавляем, и чтобы немножко там очень-очень маленький огонь, и пускай вот этот рис доходит, пускай вода выпаривается, и рис получается очень, так сказать, рассыпчатым и вкусный, с морковкой. Лук туда мы не клали. Можно, конечно, лук. Вот так. И вот, буквально там сколько?
Но минуты где-то, наверное, 30, вот полчаса, может так, наверное, вот это все протушилось у нас. И вот видите, как выглядит. Вот вообще суперски выглядит наш рис. Очень красиво получилось, рассыпчато. Вот. И теперь время подошло, ну, готовить наши крылышки. Берем стеклянную посуду для микроволновки и все туда перекладываем. Вот. Все это переложили туда, выдавим туда дольку чеснока, как говорится, немножко тоже перемешаем, и еще немножко мы посолили туда досолили. Нам, как показалось, немножко соли не хватает, хоть и соевым соусом. Все это досолили и в микроволновку на 20 минут. Мощность ставим, если у кого можно выбирать мощность, где-то 800-900, а у нас, в данном случае, у нас микроволновка простая, и там просто есть вот максимальная, потом 600, потом 400, и вот мы поставили на максимальную, и 20 минут мы держали. И вот, как видите, смотрите, какие крылышки, выглядят очень румяненько. Друзья, все готово. Держали 20 минут, все прекрасно. Видите, какое все, как золотистое это все выглядит. Четко прям. Ну и, друзья, вот, собственно говоря, вот так выглядит крылышки. Так, рис наш. Он рассыпчатый. Сейчас тоже покажем вилочкой, какой он рассыпчатый. И крылышки такие сочненькие, ароматные, с пылу с жару. Они все приготовились. Вот смотрите, какой рассыпчатый прям, вкусный. И сейчас еще разломаем крылышку, одно крылышко, покажем, какое оно сочненькое, и все приготовилось. И смотрите все, видите как горячо аж. Все это сейчас я буду кушать. Вот так. Ну, и вуаля, как говорится, вот так выглядит блюдо. И рис, и крылышки, и все замечательно. И сейчас, как говорится, я буду кушать. Вот так. Я сразу, друзья, буду пробовать крылышки, потому что рис-то что он? Рис он рассыпчатый, очень вкусный. И крылышки... Просто Ты куда? Кот подошел. Просто восхитительно, друзья. Они такие нежные получились, крылышки. Вот это да. Замечательно. Маринад чихает. Барсик там ходит и чихает. От аромата крылышек. Вот этот маринад, чем советую. Очень вкусно получается. Очень вкусно. Очень нежно. И буквально вот сама готовка, если вот не хотите там заморачиваться с рисом, да, еще что-то. Или у вас в холодильнике, ну, остаток гарнира есть, там салат, там еще, а вам, ну, вот надо вот крылышки, да? 20 минут всего. 20 минут на такое количество. У меня где-то грамм 400 было. 300-400 так, грамм курицы. А если вот, к примеру, ну, там, цельное крыло и взять, что там, ну, взять, например, там 5 штук, да? Там за 10 минут, думаю, все приготовится очень вкусно. Пальчики оближешь. Друзья, я с нетерпением жду продолжения моего ужина, так сказать. Ну и Маша присоединится ко мне. Просто она сегодня в кадре не хочет показываться. Не волить не будем. Так что вот такое короткое видео. Это, наверное, одно из самых коротких видео. Но ничего, вот так показали, как можно приготовить куриные крылышки быстро, вкусно и
Они получаются нежные, сочные. И маринад. Думаю, этот маринад можно использовать не только крылышко, можно и бедра, можно и, скажем, грудку также промариновать и сделать. Думаю, это все будет очень вкусно. Вот так. Ну, а на этом я заканчиваю и говорю до свидания. Всем пока, до новых встреч на нашем канале, на нашей кухне и вообще в нашей деревне. Всем пока, друзья.